Казахстанский суд разрешил Украине взыскать с «Газпрома» $1,5 миллиарда. Как это возможно и при чем здесь наше правосудие? Получили аттестаты и по домам никаких гулянок. Почему чиновники запрещают проводить выпускные вечера и что делать родителям и детям? Астана и Африка больше, чем просто партнеры. Зачем к нам приезжал президент Кении и что мы потеряли в Африке? Смерть во время пластической операции. Кто виноват в гибели известного блогера и красота требует жертв – это не просто слова. Казахстанский суд разрешил украинской нефтяной компании взыскать с российского «Газпрома» почти $1,5 миллиарда. Как вам такая новость? Именно с нее я и хочу начать сегодняшнюю программу. Здравствуйте, дорогие друзья! Признаться честно, когда я прочитал этот заголовок, то не совсем понял суть. Причем тут «Газпром», Украина и казахстанское правосудие. А суть вот в чем. В 2022 году Украина перестала пропускать российский газ через оккупированную часть Луганской области, но предложила перенести транзит через станцию Суджа в Сумской области. «Газпром» отказался от этого варианта и перестал оплачивать объемы транзита, которые были прописаны в контракте. После этого «Нафтогаз» подал иск в международный арбитраж, и пару месяцев назад суд в Швейцарии встал на сторону украинского «Нафтогаза». После этого уже на этой неделе суд МФЦА в Астане подтвердил решение швейцарского арбитража и официально разрешил начать процедуру взыскания денег с российской компании на казахстанской территории. Тут позвольте внести небольшое уточнение. Суд МФЦА – это Международный финансовый центр Астана, не относится к государственной структуре и не подчиняется нашему Минюсту. Это абсолютно независимый суд, который работает в рамках международного права. Да, у нас, оказывается, могут быть такие суды, которые могут выносить такие решения. И теперь главный вопрос, что могут забрать украинцы у «Газпрома» в Казахстане на $1,5 миллиарда? Вопрос, наверное, на засыпку. Остается только ждать результата. 200 тысяч выпускников 11 классов в этом году стоят перед сложным выбором, проводить выпускные вечера или нет. На днях Министерство просвещения выпустило очень лаконичное сообщение. Церемонии вручения аттестатов и дипломов будут организованы исключительно в стенах организации образования. Проведение выпускных вечеров в кафе и ресторанах запрещено. Неудивительно, что этот запрет вызвал немало споров и вопросов. Не все родители и школьники согласны с ним. Мы считаем, что празднование выпускного – это не проблема, а добрая традиция прежде всего. И запреты не решают проблему. Мы предполагаем, что инициатива о запрете идет из опасения, что выпускники могут совершать правонарушения или попасть в опасную ситуацию от недостатка воспитания или под влиянием алкоголя, который может быть им доступен. Здесь в таком случае нужно устранять причины и как минимум это выносить продажу алкоголя и табака за пределы жилых зон или повышать возможность семьям зарабатывать средства без ущерба для времени общения с детьми, то есть чтобы родители имели возможность воспитывать своих детей. На самом деле, как всегда, родители делятся на два лагеря, то есть одни считают, что выпускной нужно отмечать, другие считают, что не нужно. И если говорить о запрете, то на законодательном уровне такого запрета нет. То есть у нас ни в одном законе не прописано, что родитель не имеет права пойти в ресторан со своим ребенком или что ребенок не имеет права пойти в ресторан со своим родителем, по какому-либо поводу. Что касается сбора денег, я в новостях читала, что запрещены сборы и так далее. Но ведь сборы на выпускные объявляет не учитель и не школа. Сборы осуществляют сами родители. И это тоже не запрещено законом. То есть это инициатива добровольная. И те родители, которым важно, они в любом случае будут отмечать выпускной со своими детьми. Конечно, слов нет. Выпускной вечер – это особенное явление для школьников. Слезы, эмоции, воспоминания, а еще наряды, которые будут обсуждать очень долго. В общем, яркие, трогательные моменты. Но дело в том, что не у всех родителей есть возможность покупать дорогие наряды своим детям, да и не все школьники хотят участвовать в вечеринках. Что тогда? Родителям я могу порекомендовать прислушиваться к своим детям.
То есть, как я уже говорила, дети все разные, и желания и потребности у них тоже разные. Если ребенок хочет выпускной, ну, конечно же, его нужно отметить. Если ребенок хочет вместо выпускного что-то другое, ну, естественно, нужно услышать именно своего ребенка, потому что выпускной– это праздник прежде всего ребенка. Мы взрослые, у нас уже выпускные были, ну, если мы этого хотели. У меня не было выпускного, потому что я не хотела. Я из тех категорий детей, у которых интересы не связаны были со школой. Детям посоветовать могу тоже прислушиваться к родителям, потому что большинство родителей, к счастью, всегда поступают из любви к своим детям. И если даже мнения не сходятся, то так как праздник для ребенка, все-таки нужно принимать в этом случае, наверное, сторону ребенка. А педагогам, что я могу пожелать? Терпения и мудрости, потому что выпускной– это уже праздник семьи. Это праздник не столько школы, хотя со школой связан напрямую, да, потому что учитель, классный руководитель тоже провел много времени и много лет с этими детьми. Конечно, это момент прощания, он трогательный обычно, но дети оканчивают школу, и на этом отношения чаще всего заканчиваются. Поэтому педагоги, да, они важные люди в жизни и детей, и родителей, но влиять они не должны и не могут. Что ж, действительно, проводить или не проводить выпускные вечера– это дело каждого. Ну и педагогов можно понять, ведь безопасность учеников– это прежде всего. Поэтому в этом вопросе нужен компромисс и разумное решение. Главное, чтобы выпускные оставили только хорошие впечатления. На уходящей неделе нашу страну с государственным визитом посетил президент Кении. В Астане кенийские флаги на улицах и на экранах, кортежи, оцепления. В общем, все как обычно. Но необычно то, что нас все чаще посещают африканские лидеры. С чем это связано и вообще, чем мы интересны друг другу? Главное, что Казахстан сейчас делает на внешней политике, если мы говорим именно про экономическую ее часть, мы боремся и ищем за новые рынки. Рынки сбыта наших товаров. Дело в том, что мир в целом достаточно конкурентен. Мы поэтому вынуждены пытаться найти рынки сбыта, ну, вот даже в Кении. Конкретно, допустим, поднимался вопрос об экспорте казахстанского зерна. То есть это прям эту тему поднимал наш президент на двусторонних переговорах, потом еще отдельно поднималась эта тема на встрече именно там, с бизнес-сообществом. И дело в том, что вообще, в принципе, Африка– это страна, которая, не страна, это регион, да, континент с самым динамично растущим населением. То есть там гигантская рождаемость, там, в принципе, растет постепенно уровень жизни, растут потребности людей, и при этом там бывают проблемы те или иные с экологического и климатического характера. И этот регион очень сильно зависит от экспорта, собственно, сельского хозяйства. С одной стороны, они сами являются экспортерами чего-то уникального. Вот, например, опять-таки, президент Кении подчеркивал, кстати, наш президент тоже, что Кения может экспортировать, например, кофе, чай, цветы. Ну, то есть сельское хозяйство у них с этим полный порядок, но с отдельными направлениями, например, рис, пшеница, вот пшеницу готов поставлять Казахстан, страны вообще очень сильно заинтересованы и зачастую даже сильно зависят. Достаточно вспомнить, какое было отношение стран африканского континента к зерновой сделке из-за войны между Россией и Украиной, потому что там десятки, в некоторых странах и больше 100 миллионов человек населения, а что будет с зерном, непонятно. Вот. И, собственно, Кения, как страна, которая имеет два больших порта, обсуждалось, чтобы они принимали казахстанское зерно. То есть это очень важный такой пункт. Во-вторых, Казахстан пытается вообще экспортировать не только продукты сельского хозяйства, хотя их тоже, разумеется, но и находить новые рынки сбыта нашего уже, скажем так, высоких технологий, а именно вот отдельно поднимался вопрос трансферта технологий в сфере государственных технологий, GovTech, и финтех.
То есть с этим в Казахстане полный порядок. Замечу, в ходе визита кенийского президента было подписано 10 документов о сотрудничестве. Стороны договорились развивать сотрудничество в сфере цифровизации, транспорта, туризма, торговли, инвестиций, космических технологий и добычи полезных ископаемых. Отдельно уделили внимание сельскому хозяйству и продовольственной безопасности. Кроме того, Казахстан и Кения договорились о запуске прямого авиасообщения между столицами двух стран. И завершая эту тему, подчеркну, что налаживать контакты с зарубежными странами, тем более с далекими, дело нужное и важное. Тем более, что нам есть что предложить друг другу. И, возможно, тем самым мы сможем построить новый шелковый путь, но уже не в Европу или Азию, как прежде, а современный, в далекую Африку. Ну а сейчас, вашему вниманию, краткий дайджест новостей уходящей недели. На днях стало известно о смерти блогера Сауле Ермахановой во время пластической операции. Напомним, у нее свыше 1 миллиона подписчиков в Инстаграм. Хирургическое вмешательство проводили в алматинской клинике Smart Beauty Clinic. Сейчас проводится расследование. Клиника подтвердила смерть блогера. В медцентре заявили, что сейчас временно не принимают пациентов. Подробности произошедшего там раскрывать не стали, сославшись на врачебную тайну и начавшиеся проверки. В этой связи в обществе снова зазвучали вопросы к качеству медицинских услуг и безответственности врачей. Думаю, не надо всех медработников мазать одной краской, и в каждом случае надо разбираться отдельно. Кстати, в прошлой своей программе я говорил о большом дефиците кадров медицинских специалистов. Молодежь не идет в медицину, и одна из причин – страх судебного преследования за свои ошибки. Что же касается этого конкретного случая, то мы все с нетерпением будем ждать выводов экспертизы и расследования. На этой неделе в Атырау стартовал суд по громкому делу об убийстве семьи в поселке Жангельдин. На скамье подсудимых Султан Сарсемалиев. Прокурор зачитал обвинительный акт, озвучив детали преступления. По версии следствия, сначала обвиняемый убил Наурыза Мукангалиева в мае прошлого года, а уже в ноябре расправился с пенсионерами Насип Утишкалиева и ее супругом, используя кухонный нож. Потерпевшие скончались на месте от ножевых ранений и потери крови. Несколько дней спустя жертвой стала их дочь Мирамгуль Карабалина. Основной мотив – затяжные бытовые конфликты. Хотя и корыстные мотивы присутствовали, на Наурыза уже после его смерти подсудимый умудрился оформить кредит в 4 миллиона тенге. А после убийства родителей жены продал весь их скот и снял все деньги с карточек. Напомним, Сарсемалиева вместе с бывшей супругой задержали в Индонезии и доставили в Казахстан. На суде он заявил, что готов к самому суровому наказанию. Кстати, на нашем канале буквально на днях вышел выпуск с подробностями всей этой истории. Если еще не видели, то обязательно посмотрите. Казахстанские миротворцы вернулись с голландских высот. В Алматинском аэропорту встретили 70 военнослужащих, завершивших службу в миссии ООН на сирийско-израильской границе. Военных встречали с почетным караулом и военным оркестром, но главным моментом стало воссоединение с семьями. Родные не скрывали радости и гордости. За время командировки контингент выполнил более 1000 задач, 798 патрулирований, 56 тренировок, уничтожил 63 взрывоопасных предмета. Вторая группа миротворцев прибудет 28 мая. Казахстанцам изменят правила въезда в Россию с 1 июля. В МИД Казахстана сообщили, что граждане, прибывающие в РФ для работы или учебы, должны будут подать электронное заявление о въезде не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы. На основе рассмотрения заявления в приложении формируют персональный QR-код, действительный 90 дней. В ведомстве рекомендовали заранее ознакомиться с новыми правилами. В Астане 19-летняя девушка продала своего новорожденного ребенка через фиктивный договор суррогатного материнства. Схему организовали через посредников, а сделку оформили на 8-м месяце беременности. Суд признал всех участников виновными по статье «Торговля несовершеннолетними». Им назначили по 8 лет условно с пробационным контролем. Ребенка поместили в специализированный дом ребенка, а мать лишили родительских прав. Подозреваемого по делу об убийстве Нурай Серикбай признали вменяемым после психиатрической экспертизы. Как сообщил адвокат семьи погибшей, 28-летнего мужчину уже перевели из психиатрического центра обратно в следственный изолятор в Шымкенте. По словам адвоката, экспертиза показала, что подозреваемый психически здоров и может отвечать перед законом.
Ранее его перевод в психиатрический центр вызвал тревогу у родственников Нурай. Семья опасалась, что мужчина сможет избежать наказания. Сейчас потерпевшая сторона добивается ответственности не только для самого подозреваемого, но и для его родственников. В городе Алатау протестировали аэротакси, построенное на основе ИФТОЛ. Это электрический аппарат с вертикальным взлетом. Проще говоря, это гибрид вертолета и дрона, который летает без использования топлива. Аппарат китайской компании Автофлайт. Пассажирская версия аппарата способна поднимать до 6 человек, взлетать на высоту до 300 метров и перевозить около 400-500 килограммов груза. По прогнозам специалистов, такие воздушные такси могут появиться в Казахстане уже к 2028 году. Кстати, стоимость полета может быть равна примерно $1 за 1 километр на каждого пассажира. В Казахстане запускается пилотный проект, который должен существенно упростить процесс приема детей в первый класс. Теперь часть будущих школьников смогут зачислять автоматически без необходимости повторной подачи документов. Пилотный проект стартует 27 мая и продлится до 31 августа этого года. Одним из главных изменений станет автоматическое зачисление детей, которые уже прошли программу предшкольной подготовки в конкретной образовательной организации и хотят продолжить обучение именно в этой школе. При этом для семей, которые захотят перевести ребенка в другую школу, порядок поступления останется прежним. В Астане состоялась официальная презентация чемпионата мира по настольному теннису, который пройдет в 2027 году. Гостям был представлен официальный видеоролик, а также презентована концепция предстоящего мирового первенства. Для участников мероприятия были организованы мастер-классы по настольному теннису. Как отметили организаторы, в период проведения чемпионата мира ожидается большое количество участников и туристов, которые посетят Казахстан и Астану. В Алматинской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку среди деревьев. Кадры с места происшествия появились в сети. На видео видно воздушное судно, которое оказалось за пределами посадочной площадки. В Министерстве транспорта подтвердили случившееся с самолетом Ан-2. По данным ведомства, инцидент классифицировали как авиационное происшествие без человеческих жертв. Сейчас специалисты выясняют, что именно произошло и по какой причине самолет оказался в таком положении. В Жонгар-Алатауском национальном парке бурый медведь попытался пробраться в гостиничный домик в ущелье Ат-Тапкан. К счастью, внутри никого не было и обошлось без пострадавших. В администрации нацпарка рассказали, что предварительно медведя привлек запах еды. Специалисты напомнили туристам не оставлять пищевые отходы и соблюдать осторожность в горах. Также в парке отметили, что тяньшанский бурый медведь обычно редко нападает на людей, но встречаться с ним вживую все равно явно не лучший пункт отдыха. Ну а у меня на этом все. Берегите себя и увидимся прямо по Кунаева.